Да, действительно, очень много событий произошло к этому году. Ну, в первую очередь, это 300 лет образования Российской академии наук. Ну и, конечно же, 30 лет образования нашей региональной академии наук в нашей республике Саха-Якутия. И хотел бы подчеркнуть основные пункты, которые вот произошли именно в руководстве Российской академии наук научными исследованиями. Ну, в первую очередь, это фактически переход высшей аттестационной комиссии в управление Российской академии наук. То есть фактически... И, безусловно, работать сплоченно на общие задачи должны все региональные отделения и центры РАН. В Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, на севере и юге страны, в регионах Донбасса и Новороссии и, конечно, воссозданное отделение в Санкт-Петербурге. В текущем году расходы на финансирование Академии наук за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом выросли практически на треть. Также РАН должна взять на себя руководство деятельностью диссертационных советов, экспертизу их решений и анализ выдвигаемых на защиту диссертаций. Согласен с тем, что Академии нужно напрямую участвовать в формировании новых подходов к присуждению ученых степеней и званий, в аттестации научных и научно-педагогических кадров. В этой связи логично и целесообразно, чтобы дальнейшее развитие высшей аттестационной комиссии, организация ее деятельности осуществлялась под эгидой Академии наук. А возглавлять ВАК по статусу должен один из вице-президентов РАН. То есть фактически на праздновании 300-летия Российской академии наук Владимир Владимирович Путин объявил следующие слова. Логично и целесообразно, чтобы дальнейшее развитие высшей аттестационной комиссии, организация ее деятельности осуществлялась под эгидой Академии наук. Возглавлять ВАК при этом по статусу должен один из вице-президентов РАН. Это означает, что возвращение в ВАК фактически под управление Российской академии наук. Поскольку Высшая аттестационная комиссия управляет не только научными исследованиями через ВАК, защитой диссертаций, ну и, конечно, очень важным элементом управления является формирование, и деятельность диссертационных советов. По этому поводу наш президент сказал следующие слова. РАН должна взять на себя руководство деятельностью диссертационных советов, экспертизу их решений и анализ выдвигаемых на защиту диссертаций. Академия, это Российская академия наук, по его словам, должна напрямую участвовать в формировании новых подходов к присуждению ученых степеней. Лихие 90-е, и в эти годы произошли изменения, которые привели к созданию великого множества диссоветов, и, конечно, Министерство науки и высшего образования это направление упорядочило. Я считаю, что слишком жесткое пошло упорядочивание этой деятельностью. И защит стало меньше. Молодежь фактически перестала идти в науку, поскольку диссертационные советы, они закрываются, открываются, но специальности меняются. Нет никаких перспектив для нашей молодежи. Поэтому я считаю, что возвращение в лоно РАН этой деятельностью, это
абсолютно правильное решение. У нас должна быть одна система высшей аттестационной комиссии, одна система работы диссертационных советов. Кстати, изменения диссертационных советов у нас происходили фактически каждые 5 лет. Так не должно быть. И регионы, в которых ранее были до 10, даже больше диссертационных советов, у нас фактически в нашей республике диссоветов около 5. Плюс-минус 5 диссертационных советов. Такого никогда не было. Было у нас минимум работающих диссоветов 10, и то больше. Ну и что касается научных изданий, тоже это важная деятельность, относительно которой тоже их включение в те или иные базы данных предполагает сбор очень большого количества вот этих номенклатурных бумаг, которые собрать, потом донести до Роскомнадзора и так далее для получения соответствующего свидетельства очень и очень тяжело, на мой взгляд. Но должно быть все проще. Как это в белом списке Российская академия наук сделала свое свое решение по категорийности тех или иных журналов. Они взяли из соответствующих баз данных, в том числе и РИНС, конечно, и зарубежных баз данных, все журналы, которые издаются в Российской Федерации. И их рейтинговали, провели анализ, не запрашивая никаких бумаг дополнительных, а для вхождения высшей аттестационной комиссии по журналу надо было собирать очень много бумаг, в том числе включая печатные последние номера соответствующих журналов. И нередко эксперты возвращали. И вот укрупнение научной специальности тоже это вызывает очень много вопросов, потому что это тоже же влияет на исследования, научные исследования, и на подготовку молодежи. Это же время диссоветы закрываются, публикации соответствующих журналов тоже, базы данных, они меняются, требования тоже меняются, поэтому у нас с одной стороны вроде бы Российская академия наук свои требования выставляет, а с другой стороны у нас Министерство науки и высшего образования свои требования. И правильно наш президент в этом вопросе поставил точку. Все должно идти через Российскую академию наук. Это абсолютно правильное решение, и это решение мы поддерживаем и будем именно работать в этом направлении.